Вот, не сделаны полы, полуразрушенные вольеры. Что опасно чем? То, что вот в один вольер, например, посадили собаку, в другой вольер посадили собаку, да, они могут вот этот профлист, они ранятся ими, могут сломать с друг другом как-то там, передраться и все, да. Поэтому нужно укреплять тоже и вольеры. Вот. Нужна хорошая вентиляция, нужно хорошее освещение, нужны лампы дезинфицирующие, то есть кварц. Вот. Нужно сделать полы. А самое главное, нужно сделать электрику, потому что электрика вообще ни о чем. То есть нам что-то... Почему мы сейчас еще варим на буржуйках? Потому что если нам включить что-то, дополнительную плитку, например, электрическую, то у нас уже выбивает свет. Какая-то поддержка со стороны волонтеров оказывается? Да, со стороны волонтеров у нас очень большая поддержка. Но хочу сказать, что не от всех волонтеров мы получаем помощь, да. В основном мы получаем критику. И критику мы получаем от тех волонтеров, которые вот за то время, пока я здесь сейчас начала работать, именно вот этих волонтеров, которые пишут, которые кидают в нашу сторону булыжники, я их здесь не вижу. Даже несмотря на то, что Марина Сантаева, это вот он, Белый Бим, да, она сейчас находится в Питере, но даже оттуда она помогает животным. Она, то есть, вот делает посты, она до сих пор общается с нашими волонтерами. Но я еще раз хочу сказать, что их очень мало, те, которые помогают. В основном у нас, вот когда 9 марта произошло вот это все, да, здесь было очень много волонтеров, очень много. И все говорили, и все требовали, все просили, типа, отдайте фонд передержки, отдайте волонтерам. Не побоюсь этого слова, пили себя в грудь пяткой. А сейчас-то где эти волонтеры? Ну, то есть... Их нету, просто-напросто их нет. Они где-то издалека что-то где-то дослушивают, где-то что-то видят. Или вот там единично пришла, нафотографировала там, все, написала там плачущий пост, поплакала, порыдала и забыла. Вот. В основном помогают одни и те же. Я фамилии, конечно, многих не знаю, но это вот Евгения, Наталья Ерофеева, Лена Четырелапки, Марина Сантаева, да, вот со своей группой там волонтеров как-то. Да, есть проблемы, есть, но мы не можем как понять, объяснить, да, вот это, что Москва-то тоже у нас не сразу строилась, правильно? Они хотят, что вот за 5 лет разрухи, воровства вот этого, да, они хотят, чтобы за несколько месяцев здесь стояли уже за место вольера, на вольерах золотые купола. Ну, такого же невозможно. Давайте как-то все вместе, сообща, правильно, без ругани, без скандалов, без вот этого. Ну вот смотрите, решение о том, чтобы передать, вот некоторые выступали против. Зачем передавать это? То есть все мэрия взяла, в себя сняла ответственность, взвалив все на бедных за защитником. Не, ну волонтеры же требовали, чтобы пункт передержки передали волонтерам. Ну, с одной стороны, она правильно сказала, вы требовали, вы делаете. А так получилось, что все-то легло на Катины плечи. И только часть волонтеров стала помогать, а в основном большая часть волонтеров у нас только критикует и только пишет. Мало того, что они здесь вот это вот все грязь разносят, они еще и пишут московским волонтерам, а то есть в свою очередь те с Москвы начинают писать сюда всякие гадости, что у нас тут собаки рвут друг друга, съедая внутренности. Но я хочу сказать волонтерам, да, вот особенно собачникам, которые занимаются собаками, собака собаку не будет есть. Ну, как она может съесть кишки собаки, если даже вот просто, ну, не едят собаки собак. Да, драки бывают, но это неизбежно, это собаки. У меня даже дома дерутся собаки бывают, ну что-то не поделили, что-то это. Сейчас мы, естественно, за этим следим, это контролируем. Все собаки у нас сидят по возрастам, у нас нету такого. Я хочу сказать, что те волонтеры, которые приходят сюда, которые действительно помогают, они не пишут гадости, они не льют грязь. Они видят обстановку, они нам помогают. Это пожизненный, да? Да, кажется, хозяева с ним очень плохо обращались, поэтому он просто на людей кидается как-то так.
обозленный жизнью, да? Да, приходится цепями регулировать его дальность от двери, чтобы кормить его. Но его убивать не будете, он будет пожизненно содержаться, да? То есть он вот до конца своих дней будет так сидеть? Но